В эфире информационный выпуск Амши-Якушара. Здравствуйте. На военном полигоне Цабал боевыми стрельбами завершились совместные учения артиллерийских частей и подразделений вооруженных сил Абхазии. Репортаж Саида Джарсалия. В соответствии с планом подготовки частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия на 2019 учебный год в период с 8 по 18 октября на общевойсковом полигоне Цабал проходили боевые учения с привлечением артиллерийских частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия. Артиллерийская группа Вооруженных сил Республики Абхазия и артиллеристы 1-го и 2-го мотострелковых батальонов 10 дней назад поднялись на полигон для проведения боевых учений. В течение учебного периода с личным составом проводились комплексные контрольные занятия, тренировки по управлению огнем и тактические учения батарей с боевой стрельбой днем и в ночное время суток. Цель учений – совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений для умелых и решительных действий при выполнении задач по огневому поражению противника в различных видах боя. В течение 10 дней на войсковом стрельбище на полигоне Цабал были проведены занятия по вождению боевых машин, по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений, которые были завершены сегодня артиллерийской боевой стрельбой артиллерийских подразделений. В проведении полевого артиллерийского выхода принимали участие артиллеристы артиллерийской группы и артиллерийские подразделения 1-го мотострелкового и 2-го мотострелкового батальонов. За выходом артгруппы наблюдали командиры подразделений. По легенде учений, со стороны гор неожиданно наступает условный противник, по которому был нанесен удар реактивными системами залпового огня «Град». Далее по противнику нанесли огневой удар гаубичные и минометные артиллерийские батареи. После уничтожения условного противника руководитель учений подполковник Александр Любовский отметил, что боевые учения прошли на хорошем уровне. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил на учебный год, в соответствии с приказом министра обороны, артиллерийские части подразделения и минометные подразделения были выведены на полевой выход с 8 октября. Этап боевой стрельбы завершен. Общая оценка, учебные цели достигнуты, общая оценка за проведенные учения хорошо. По завершению комплекса учебных мероприятий все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где итоги полевого выхода будут детально проанализированы. Саид Джарсалия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. По указанию исполняющего обязанности министра внутренних дел Гарри Аршба, ежедневно сотрудники управления госавтоинспекции проводят плановые профилактические и рейдовые мероприятия по всей республике. Вместе с сотрудниками УГАИ на рейд выехали и наши корреспонденты. Репортаж Али Китрапш. Силами центрального аппарата госавтоинспекции, в том числе и личного состава районных отделов, по всей республике ежедневно проводятся ночные плановые профилактические и рейдовые мероприятия. Главная их цель – профилактика и предупреждение нарушений правил дорожного движения, контроль наличия всех необходимых документов на управление автотранспортным средством, наличие госномерных знаков и выявление фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В Сухуми рейдовые мероприятия проводятся сразу в нескольких районах, а именно в районе Синопа, в центре города, в районе Универсама и на пересечении улиц Аяйра и Адлиба. Мероприятие сегодняшнее у нас только началось, мы его еще не закончили, итоги подводить пока рано. Возьмем, например, допустим, вчерашнее мероприятие, называется «Безопасный город», которое было организовано штабом УГАИ МВД. И на протяжении 2 лет мы проводим это мероприятие «Безопасный город», «Безопасная трасса». Вчера проводили в городе Сухум «Безопасный город», вот как и сегодня. Мы выявили 125 административных нарушений, 40 из которых было управление транспортом в отсутствии регистрационных номерных знаков, около 30 отсутствия водительского удостоверения и 6 лиц управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Статистика ДТП с начала 2019 года не утешает, хотя и наблюдается тенденция к уменьшению дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев текущего года в основном из-за превышения скоростного режима в ДТП погибли 44 человека. Плановые рейдовые мероприятия проводятся для предотвращения нарушений ПДД. Во время рейда злостных нарушителей лишают водительских прав. Бывают и случаи, когда изымают автотранспортное средство. Автомобиль марки «Мерседес» за госномером 777 оказала
неподчинение законным требованиям сотрудника милиции не подчинилось на посту Бомбора, а также не подчинилось на посту Приморск. Впоследствии был задержан в Гудаутском районе на республиканской трассе. Оказалось сопротивление физического сотрудника милиции, скрылся. По тревоге был поднят личный состав, да, транспортное средство было также задержано. Водитель, гражданин Пипия, водворен в изолятор временного содержания. В данный момент составляется материал за нарушение правил дорожного движения. Если говорить о перспективе данного материала, завтра в суд города Сухум будет предоставлен материал, где будет принято законное решение в отношении данного гражданина за его деяния. Сотрудники УГАИ и МВД Абхазии также проводят рейды на республиканской трассе. Главная задача этих мероприятий – снижение скоростного режима. Алика Трапш, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В кабинете министров обсудили меры по сохранению комплексов с многолетними насаждениями, которые были заложены в 2010-2012 годах в рамках реализации комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщает пресс-служба правительства. В работе совещания приняли участие руководство и сотрудники Министерства сельского хозяйства, главы районов, представители районных сельхозуправлений, руководство Института сельского хозяйства. Участники встречи обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие многолетних культур, вопросы организации формы хозяйствования угодьями и садами с многолетними насаждениями. Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что перед правительством стоит задача сохранить многолетние насаждения и способствовать их эффективному развитию. Глава правительства поручил профильным ведомствам подготовить необходимые документы и осуществить передачу насаждений с баланса Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства на балансы управления сельского хозяйства администрации районов. В срок до 15 ноября необходимо завершить инвентаризацию территорий с многолетними насаждениями во всех районах страны и осуществить передачу насаждений администрациям Гудаутского, Гулрыбского, Ткварчалского, Галского, Чанчирского, Гагрского и Сухумского районов. 16 и 17 октября прошли заседания членов Президиума Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Были подведены промежуточные итоги работы ВАК, а также намечены планы, в том числе в рамках международной деятельности. Обо всем подробнее в репортаже Налы Кови. ВАК ведет активную деятельность по поиску представителей абхазо-абазинской диаспоры, проживающих по всему миру, а также по включению их в члены Конгресса. Для достижения этих целей создаются местные региональные советы. Они учреждаются активными жителями, представителями абхазо-абазинского этноса в соответствующих регионах. Всем известно, что общественная организация Всемирный абхазо-абазинский конгресс в рамках реализации уставной деятельности по укреплению этнокультурного единства и объединению абхазо-абазинской диаспоры по всему миру ведет активную деятельность по поиску и учету представителей абхазо-абазинской семьи и принятию новых членов в организацию. С целью эффективной реализации этой задачи Всемирный абхазо-абазинский конгресс создает региональные и местные отделения как в Республике Абхазия, так и за ее пределами в странах компактного проживания диаспоры. На сегодня уже создано 7 региональных советов в Абхазии, Турции, Кабардино-Балкарии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Идет работа над их созданием в Иордании, Великобритании, Германии, Сирии и других странах проживания абхазо-абазинской диаспоры. Кроме того, наряду с региональными советами в нескольких городах Абхазии и Турции функционируют и местные отделения. Если говорить о местных отделениях, то их у нас 10. Уже зарегистрированных и оформленных соответствующими протоколами. Это в Абхазии Ткварчала, Чанчира, Гудаута, в Турции Стамбул, Измит, Эскишир, Бурса, Инегёль, Биледжик, Сакария. На стадии оформления в Абхазии находятся Гагра, Гал, Бедя. То есть у нас там в принципе определены члены местных отделений. Сейчас мы в процессе оформления соответствующих протоколов. По словам председателя ВАК Мусы Игзекова, Конгресс в своей международной деятельности нередко консультируется с Министерством иностранных дел России. Мы очень плотно взаимодействуем с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Надеюсь, что такая же будет взаимодействие с МИДом Абхазии, настолько, насколько она будет способна. Мы стараемся помогать друг другу. Те же программы поездок в
страны, мы, хочу подчеркнуть, не согласовываем, а консультируемся с МИДом России с тем, чтобы вот, может быть, у них есть какие-то предложения, исходя из их опыта, на что нужно обращать внимание, на что нужно акцент сделать. Мы приезжаем, встречаемся, значит, с послом страны пребывания, консулами и так далее. То есть мы работаем, вот, взаимодействуя друг с другом. Член президиума ВААГ Вячеслав Чириков, в свою очередь, высоко оценил международную деятельность ВААГ, отметив важность посещения стран проживания абхазо-абазинского этноса. По поводу поездки в Европу, я там долго жил, я знаю, где находятся наиболее крупные диаспоры, да, наши, да? Правильно перечислили, да? Плюс добавил бы еще две страны и два города. Швейцария, большая диаспора, в Цюрих, вот рядом с Цюрихом, и Брюссель. Там тоже есть. У нас контакты есть. Кстати, в Цюрихе много абазинов, шарцев тоже много там из Турции. А в Брюсселе и Абхазия есть, и абазины есть. Так что тоже, мне кажется, надо включить вот эти два. В контексте достижения одной из главных целей ВААГ – объединения представителей абхазо-абазинской диаспоры всего мира, делегация Конгресса регулярно осуществляет рабочие визиты в страны проживания диаспор. Там активно идет регистрация членов ВААГ. Уже зарегистрированы более 1000 человек. Взнос с каждого 100 рублей. Оплатить членский взнос можно на сайте ВААГ. На данном этапе только для пользователей на территории Российской Федерации. На Алакове Степан Мартиросян и Нала Гухава, Абхазское телевидение. Состоялось очередное совместное заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Южного и Северо-Кавказских федеральных округов. В нем приняла участие президент торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирсхулава. На заседании обсуждались вопросы деятельности палат, их роль в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Участие в заседании предоставило Тамиле Мирсхулава возможность обсудить с президентом ТПП России Сергеем Катыриным возможность повышения квалификации экспертов торгово-промышленной палаты Абхазии в вопросах определения страны происхождения товаров и удостоверения сертификатов происхождения товаров. Сергей Катырин обещал всестороннюю поддержку в решении этого вопроса. Вечер, посвященный 80-летию известного общественного деятеля Абхазии Юлии Захаровны Пабба, прошел в Республиканской библиотеке для молодежи. Организатором мероприятия выступила журналист профессор Екатерина Бебия. На мероприятии присутствовали коллеги, друзья и родственники Юлии Пабба. Активную комсомольскую деятельность Юлия Пабба начала еще в школе, а затем продолжила во время учебы в институте. В 1965 году ее избрали первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, а позже секретарем райкома партии. В Абхазии до Юлии Пабба ни одна женщина не избиралась на подобную должность. Несмотря на ответственную партийную работу, Юлия Захаровна участвовала в национально-освободительном движении абхазского народа, всегда открыто и смело выражала свое мнение. Мы не такой большой народ, чтобы выделять какие-то редкие периоды из нашей истории. У нас история должна быть такой вот цельной. И в этой цельной истории, на мой взгляд, есть такая важнейшая составляющая, как национально-освободительное движение. Были люди, которые громогласно заявляли о себе и в советский период. Вы лучше меня знаете, ну, может, молодежь не знает эти события, там, 1931 года, потом 57-й, 67-й и так далее, но были люди, которые не видны были, которые были не публичны в силу той должности, которую они занимали, в силу той партийной иерархии, той партийной идеологии, которая доминировала в этой стране, но от этого их вклад не меньше. Особую мудрость и стойкость Юлия Пабба проявила во время Отечественной войны народа Абхазии. В 1992 году она возглавила комитет женщин Абхазии в Гудауте, который организовывал доставку продуктов, вещей и медикаментов для бойцов на фронте. Кроме того, Юлия Пабба и ее соратницы всегда старались быть рядом с матерями погибших бойцов, оказывали им материальную и психологическую помощь. Я хочу напомнить вот эту историю, как Владислав Григорьевич и Леонид Иванович поручили нам поехать, это уже было в конце войны, поехать на Северный Кавказ и повстречаться с матерями погибших наших этих добровольцев северокавказских. Честно говоря, мы так вот были в таком шоке от этого, потому что
мы думали, что они на нас будут так это с осуждением смотреть, что из-за нас погибли их близкие. Как эти женщины нас принимали? Никакого осуждения, абсолютно. Обнимали нас, целовались. Сама Юлия Захаровна говорит, что ей очень повезло. Она всегда была рядом с замечательными людьми и настоящими патриотами. حاجكونشا أتخوش عبارة بريك زتوك حزين حاجتها وبريق روبرسقن ويقولك الله حيون باش حتشيتها حزومس سكويانا قلت ريوزا وحبسني قبل رو. Сегодня Юлии Захаровне 80, и, как полагается, в такой счастливый и немного грустный день рядом с ней самые близкие и любимые люди. Верные друзья и соратники, и, конечно же, семья. И, наверное, ничего не может быть дороже их объятий. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Международный арт-пленэр «Краски осени» открылся в Абхазии. Подобное мероприятие проводится в республике с 2013 года. За это время в нем успели принять участие многие художники из различных регионов России. В этом году в нашу страну приехали 15 мастеров кисти. Среди них представители как ближних, так и территориально отдаленных от Абхазии городов. Запланирована насыщенная программа, которая включает в себя профессиональные встречи и посещение исторических значимых мест. Амелия Бисмарк продолжит тему. Традиция проводить в Абхазии масштабный арт-пленэр зародилась 6 лет назад. За этот период между участниками сложились теплые дружественные отношения. Идея проведения подобного творческого мероприятия совместная, и возникла она у представителей Абхазского международного объединения «Апсны Арт», Национальной картинной галереи Абхазии и при поддержке Абхазского государственного университета. С первого пленэра к нам начали приезжать с удовольствием из разных регионов и городов Российской Федерации. Цели и задачи арт-пленэра – это, конечно, обмен опытом среди преподавателей, а также и среди учащихся студентов. Они получают колоссальный опыт работы на пленэре, так как наши гости и мы сами, учителя, преподаватели АГУ, проводим мастер-классы. В день открытия в фойе АГУ была представлена экспозиция работ, авторами которых являются участники пленэров прошлых лет. Рассматривая картины, можно узнать знакомые сухумские пейзажи и знаковые места столицы. Мы, приехав сюда, первый же день я повела своих новых друзей. Я говорю, так, нам надо обязательно сходить на Брехаловку, иначе как будто вы здесь и не были. Вот. А вот эта собака вообще моя знакомая собака, мы с ней подружились. Я рисовала эту картину. Она прошла туда-сюда, потом пришла, вот так рядом со мной сидела, у меня даже фотография есть, и смотрела, как я заканчиваю картину. То есть это вот реально существующая собака. Арт-пленэр в первую очередь направлен на организацию профессионального обмена между художниками. С большим удовольствием в Абхазию приезжают мастера кисти из республик Северного Кавказа. Я сюда уже 5-й год езжу на пленэр. И здесь мы общаемся с талантливыми художниками разных жанров абсолютно. Это очень полезно для художников, для студентов. У вас замечательные дети, замечательные студенты. Вообще и народ красивый, и природа красивая. Для кого-то из участников пленэра ехать в Абхазию за вдохновением уже добрая традиция, а некоторые решили посетить страну в творческих целях впервые. У меня много друзей здесь, вот сейчас я как раз посмотрела работы, друзей, которые были именно на этом пленэре, рекомендовали мне сюда поехать и сказали, что здесь принимают очень хорошо. Планы немножко пописать, но я чувствую, программа насыщенная очень. Прям буквально каждый день будет забит какими-то мероприятиями, это приятно. На площадке арт-пленэра обычно встречаются творческие люди разных поколений. В этот период работать с опытными мастерами имеют возможность и студенты отделения искусств АГУ. Они с удовольствием посещают встречи и конференции, организованные в рамках международного мероприятия. Многие присутствующие в этом зале, наши коллеги, с первого пленэра поддержали нас, и они стали уже полноценными членами нашей творческой семьи. Как известно, ядро Апсны Арт составляет преподаватели отделения искусств АГУ. Я искренне рад приветствовать вас, дорогие друзья, от имени всего нашего коллектива. Я также приветствую новых наших друзей, которые впервые будут принимать
участие. На научно-практическую конференцию участники пленэра приехали со своими докладами. Все темы были подобраны с учетом актуальности. Так, доктор искусствоведения Наталья Барсукова рассказала в своем выступлении о значении мастерской для современного художника. На примере музея керамики Юрия Новикова, директором которого она является, специалист обозначила нюансы правильной организации творческого рабочего места. Мастерская – это то место, где проходит постоянно жизнь художника. Юрий Новиков – один из ведущих художников отечественной, русской керамики, скажем так, с ярким индивидуальным почерком, который в основном все творчество посвятил технике майолика. Керамика – это один из самых сложных видов искусства. Техника после сырой эмали, то есть после второго обжига покрывается белой эмалью и производится роспись. Арт-пленэр «Краски осени» продолжит свою работу на протяжении недели. По его итогам в Сухуми состоится отчетная выставка. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 25 и 26 октября в Москве состоится международная научная конференция «Писатель на рубеже эпох. Творческое наследие Фазиля Искандера». Сообщается на официальном сайте Московской абхазской диаспоры. Организатор мероприятия – культурный центр Фазиля Искандера. Научная конференция имеет статус международной. Она призвана осветить международное значение творчества Фазиля Искандера и подчеркнуть его авторитет как писателя, публициста и общественного деятеля, как человека большого сердца и глубокого ума, защищавшего высокие идеалы культуры. На конференцию приглашены литературоведы и филологи из Абхазии, России, США и Австралии, Голландии и Китая. В Гудауте завершился 8-й международный турнир по вольной борьбе на Кубок председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. Турнир прошел в рамках культурно-спортивного фестиваля «Абаза». Царья Кварацхелия расскажет об итогах соревнований. Азарт соперничества, горечь поражения, стремление к победе. В Гудаутской детской юношеской спортшколе царит по-настоящему спортивная атмосфера. Более 170 молодых и талантливых борцов пробуют свои силы на ковре. Спортсмены из Адыгеи, России, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии и Абхазии соревнуются в 2 возрастных и 17 весовых категориях. За юными борцами внимательно наблюдает Муса Экзеков. Мастер спорта по вольной борьбе, председатель ВАК отметил, что данный турнир – это праздник здоровья и радости. На таких турнирах ребята знакомятся, ребята видятся, знаете, они на ковре борются, а в жизни начинают дружить. И вот такая дружба, она является, конечно, ярким, в общем, фундаментом для будущих свершений, будущих отношений. 13 борцов приехали из Карачаева-Черкесии. Их главный тренер Расул Чуков не первый раз в Абхазии. С каждым годом уровень турнира растет. Особенно это заметно по качеству участников. Состав участников с каждым годом все сильнее и сильнее становится. Поэтому если раньше можно было легче выиграть турнир, то сейчас это удается намного сложнее. Но тем не менее у нас все равно наши дети смогли нас порадовать. У нас есть одно первое, одно второе, одно третье. Юный воспитанник Расула Чукова Алан Табулов тоже не первый раз в Абхазии и не раз занимал здесь призовые места. И сегодня он в очередной раз подтвердил статус сильнейшего в своей весовой категории. По мнению Алана, данный турнир для многих спортсменов стал хорошим стартом в спортивной карьере. Я первый раз пришел, за 3-е проиграл, потом 2-е занял и вот сейчас 1-е место. Если в следующем году будет еще соревнование, я обязательно приеду. Абхазские борцы также достойно представили нашу республику. Больше всего медалей в копилке именно нашей сборной. Самуил Джинджуа не первый раз участвует в турнире на Кубок Мусы Экзекова. Можно сказать, что он уже опытный борец. В этом году Самуил занял 2-е место, но не расстроился, отмечая высокий уровень подготовки всех участников. Схватка была сложная, я проиграл 4-8, счет был. Чуть-чуть не дотянул. Исполнительный директор клуба вольной борьбы «Абаза» Леонид Боджгуа выразил благодарность всем участникам, отмечая, что каждый из них показал хорошие результаты. Дети заинтересованы заниматься, особенно в нашей маленькой Абхазии. Есть возможности, есть природный дар у наших детей, а мы должны помочь им.
Наши тренера имеют возможность сегодня, а им надо чуточку помочь. А турнир завершился, как вы знаете, очень хорошо. В будущем мы будем продолжать. По итогам соревнований у абхазской сборной 6 золотых медалей, 4 у сборной Кабардино-Балкарии, по 1 медали у команды Карачаева-Черкесии, Ингушетии и Ростова. Победителям были вручены кубки, медали и денежные призы, а всем участникам памятные грамоты. Сария Гварацхеля, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. О работе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, о значении фестиваля «Абаза», о сотрудничестве с Министерством культуры и Абхазским институтом гуманитарных исследований Абхазии и о многом другом в студии Абхазского телевидения рассказали председатель ВАК Муса Экзеков, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсали и директор Абиги Арда Ашуба. Смотрите беседу сразу после информационного выпуска Амшек Шара. Алина Вицба не смог преодолеть барьер 1/8 финала соревнований в Москве, проиграв сербу Николе Милоевичу. За час 29 минут матча 498-я ракетка мира 19-летний теннисист Алина Вицба дважды брал подачу соперника, совершил 1 эйс и 4 двойные ошибки. 24-летний Никола, занимающий 164-ю позицию в мировой классификации, сделал 6 брейков и 5 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались. В четвертьфинале турнира на Кубок Кремля Милоевич померится силами либо с россиянином Андреем Рублевым, либо с белорусом Егором Герасимовым. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.